Крымский вечер. Крымский вечер продолжается. В эфире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Сегодня центральная тема нашей программы – новый приговор по процессам Хизбут-Тахрир и массовые задержания людей, которые вышли поддержать политзаключенных. Я напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут дозвониться к нам по телефону 044 490 2905. Также я напомню, что вы можете комментировать наши трансляции в Facebook и YouTube. Стараюсь внимательно читать ваши комментарии и постараюсь процитировать в нашем эфире наиболее актуальные и конструктивные из них. Но напомню, если вдруг я вашего комментария не замечаю, вы всегда можете дозвониться к нам в студию. Итак, 29 октября Южный военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по третьему бахчисарайскому делу Хизбут-Тахрир, в рамках которого 4 крымчан обвинили в причастности к запрещенной в России исламской партии. Суд признал их виновными по обвинению в попытке насильственного захвата власти, а также в участии в террористической организации и вынес постановление о заключении фигурантов в колонии строгого режима. Таким образом, Сейтумер Сейтумеров получил 17 лет колонии строгого режима, Осман Сейтумеров 14 лет, Амет Сулейманов 12 лет, Рустем Сейтмеметов 13 лет. Как сообщают адвокаты, все осужденные должны 3 года и 6 месяцев сначала отсидеть в тюрьме. 4 крымских татар были арестованы 11 марта 2020 года в своих домах в Бахчисарайском районе Крыма. 5-го Сейтумера Сейтумерова задержать не смогли, так как он живет в Киеве. Ожидаем, что сегодня он примет участие в нашей программе. И в Ростове-на-Дону, и в Симферополе сегодня неравнодушные крымские татары вышли поддержать обвиняемых. Давайте послушаем, что говорили сегодня крымчане, вышедшие под здание Южного военного суда в Ростове-на-Дону. Амет Сулейманов, инвалид. То есть человек, который является инвалидом, его сегодня обвиняют в таких кощунственных обвинениях, таких как терроризм, да? И, естественно, нормальный здравомыслящий человек не будет сидеть и относиться к этому спокойно. Я, как человек, которому не безразлична судьба моего народа, считаю, что это геноцид не против Амета, это геноцид против всего народа. И человек, который знает этих людей, не сможет проявить спокойствие и сидеть дома. Мы приехали специально из Крыма поддержать наших соотечественников, которых задержали незаконно, обвиняя их в самом тяжелом преступлении против человечества, которое называется терроризм. Мы, живя в одном городе, работая вместе, по соседству, мы прекрасно понимаем, что в чем обвинили этих ребят, это полная чушь, в которую не верит, грубо говоря, даже собака. Мы прекрасно знаем, что эти ребята справедливые по жизни, богобоязненные, нравственные личности, от которых мы видим только благие поступки. Да? А что вы можете сказать, то, что вот прокурор запросил на 4 фигурантов 66 лет лишения свободы? Это однозначно политическое дело, политический заказ, потому что такие большие сроки давать должны реальным террористам, а не простым гражданам, которые живут спокойной жизнью, ведут гражданскую свою позицию, адекватно вполне. Живут согласно закону, не нарушая законы. На приговор российского суда уже отреагировали на материковой части Украины. В частности, есть реакция уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Людмилы Денисовой. Я процитирую ее сообщение в Facebook. 56 лет лишения свободы на 4. Российские прокуроры добились незаконного заключения крымских татар за преступление, которого они не совершали. Наши сограждане получили длительные сроки отбывания наказания в колонии строгого режима. Поражает ничтожность и надуманность доказательств. Слово «доказательство»
доказательства, взято в кавычки, приведенных российским обвинениям. Все они сводились к показаниям двух тайных свидетелей ФСБ, постоянно путавшихся в своих показаниях. Цинизм и ложь со стороны России привели к тому, что крымские семьи остались без кормильцев, а одна из них сразу без трех. Осман Сейтумеров и Сейтумер Сейтумеров – родные братья, Рустем Сейтмеметов – их дядя по материнской линии, говорится в сообщении Людмилы Денисовой. По ее информации, осужденный Амет Сулейманов имеет инвалидность и нуждается в регулярном медицинском уходе, поскольку имеет серьезные проблемы с сердцем. Я продолжу цитировать сообщение Людмилы Денисовой. «Для него 12 лет колонии строгого режима равносильны смерти. Осуждаю незаконный приговор в отношении граждан Украины. Совершая судилище над крымскими татарами и другими незаконно удерживаемыми украинцами, страна-оккупант Россия нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека», написала Людмила Денисова. Она призвала представителей международных миссий, правозащитных организаций и дипломатического корпуса, еще одна цитата, «заставить Россию прекратить безосновательные задержания и судилища над незаконно заключенными гражданами Украины и вернуть их на родину». Есть также комментарий украинского консула в Ростове Тараса Малышевского. Давайте послушаем. Эти ужасающие сроки только подтвердил сегодня суд в приговоре от 17 до 17 лет. Ну, мы все понимаем, что использование антитеррористического законодательства Российской Федерации именно в этом суде проходит в целях преследования крымских татар, граждан Украины. Вот, и это еще одно подтверждение. Будет соответствующая реакция Министерства иностранных дел. А мы здесь в Минконсульстве Украины будем поддерживать наших граждан, насколько это возможно. Продолжаю рассказывать о реакции на материковой части Украины по приговорам, которые сегодня вынес Южный военный суд в российском Ростове-на-Дону. Есть реакция Министерства иностранных дел Украины. МИД решительно осуждает действия России и считает незаконным вынесенный 29 октября приговор Ростовского суда. Об этом в Твиттер написала первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джепар. Я процитирую ее сообщение. «С начала временной оккупации Крыма крымские татары, граждане Украины, подвергаются системным преследованиям. По абсурдным и надуманным обвинениям российское судилище надолго бросает их за решетку. Российским оккупантам карается даже выражение поддержки незаконно осужденным гражданам Украины», написала Эмине Джепар. Она также отметила, что Киев продолжит защиту прав и свобод жителей временно оккупированного Крымского полуострова, в частности, в рамках Крымской платформы. Россия должна немедленно освободить всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины, добавила Эмине Джепар. Есть также реакция представительства президента Украины в Автономной Республике Крым и города Севастополя. Ведомство требует немедленного освобождения осужденных 29 октября. Я процитирую это сообщение. «Осудив украинских граждан, Российская Федерация в очередной раз нарушила нормы международного права человека и международного гуманитарного права. Представительство осуждает действия России и требует немедленного прекращения безосновательных задержаний и лишений свобод граждан Украины, а также другие политически мотивированные преследования на оккупированной территории. Каждый такой факт будет расследован, а виновные будут привлечены к ответственности», говорится в сообщении представительства. Ну, такой была реакция на материковой Украине, на этот приговор. Подробнее об этом деле мы поговорим с адвокатом Эдемом Семедляевым. Он с нами на связи по телефону. Эдем, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, ваша реакция на этот приговор, насколько ощутимы перспективы его обжалования? Ну, это приговор ожидаемый. Это уже не первый приговор в отношении крымских татар, где дают такие сроки. Перспективы его обжалования в национальных судах, конечно же, мало, но мы должны пройти все инстанции для того, чтобы впоследствии обратиться в международные инстанции. Давайте подробнее поговорим о том, как проходил этот процесс. Но сроки очень большие, от 12 до 17 лет. Какие материалы есть у следствия, на основании каких данных или фактов суд сделал вывод о виновности этих людей? Все доказательства следствия – это два скрытых свидетеля,
анкетные данные которых были засекречены. В связи с чем были засекречены, нам так и не ясно, потому что фактических угроз жизни и здоровью этих свидетелей нам так никто и не представил. Есть только слова. И также это экспертизы, которые были проведены следствием. Вот это вся вина, которая была предъявлена этим ребятам. И, конечно же, как косвенные доказательства вины, это литература. В основном она была подброшена людям. Это вот несколько книг Хизб ут-Тахрир, которые были найдены якобы в домах этих людей. Насколько это похоже на другие дела Хизб ут-Тахрир, в рамках которых обвиняемые уже получили схожие по длительности сроки? Они все практически идентичны. В этих уголовных делах есть аудиозапись, где скрыто людей записывают. И на этих записях нет ничего, кроме разговоров об исламе, о каких-то нормах ислама, либо каких-то политических событиях, которые происходили в Крыму, либо в мире. Ничего связанного с терроризмом в этих делах нету, не найдено оружие, взрывчатки, нет планов каких-то захватов зданий, сооружений, и тем более нет ничего связанного с насильственным захватом власти в Российской Федерации. Я напомню, что беседуем мы с Эдемом Семедляевым, крымским адвокатом. Эдем, давайте поговорим о том, что сегодня происходило вокруг судов, в частности, недалеко от гарнизонного военного суда в Симферополе. Снова люди вышли поддержать тех, кто находится под обвинением, да, под несправедливым, по их мнению, обвинением. И снова мы видим массовые задержания в Симферополе. Свыше 30 человек сегодня было задержано. Не так давно, да, меньше недели назад, такая же ситуация уже была, тоже задерживали людей, которые вышли поддержать тех, кого обвиняют по так называемому красногвардейскому делу Хизб ут-Тахрир. По вашему мнению, почему силовики так жестко реагируют на любые попытки оказать какую-то поддержку тем людям, которые сегодня находятся под обвинением? Ну, конечно же, когда люди приходят под суд поддержать своих знакомых, близких, друзей, это, конечно же, показывает, что это люди не преступники, это люди не террористы. Потому что все, кто их знали этих людей только с хорошей стороны. И, конечно же, правоохранительные органы это очень сильно не нравится. И поэтому они решили вот таким вот жестким методом задерживать людей и впоследствии штрафовать. И к этим людям снова не подпускают защитников. Я процитирую сообщение объединения «Крымская солидарность». Адвокат Рустем Камилев не смог попасть к крымско-татарским активистам, которые находятся в отделе российской полиции Киевского района Симферополя, куда их 29 октября привезли силовики, забрав из-под Крымского гарнизонного суда. 15 активистов там находятся. Я процитирую Рустема Камилева. Цитата. «Сотрудники полиции меня не пустили к задержанным, сказали мне выписать ордер. Я им предоставил справку о том, что я являюсь адвокатом, и свой паспорт, но меня не допустили. Я попросил дать мне возможность проконсультировать задержанных, но мне сказали, что меня туда не пустят. Я в недоумении, поскольку такого делать нельзя, потому что каждый имеет право на юридическую помощь. Мне сказали, что они пока не задержаны, но они там находятся больше 3 часов», рассказал Камилев в комментарии объединению «Крымская солидарность». И вот 25 октября мы наблюдали ту же ситуацию, когда людей массово задержали под зданием гарнизонного военного суда. Сначала не допустили господина Камилева к их защите, а затем прибыли вы как адвокат, и в отношении вас был составлен административный протокол. И я хочу у вас спросить по поводу давления на адвокатов в этом деле. То есть только ли в этих делах вы наблюдаете такое давление, такое препятствование адвокатской деятельности, и с какой целью это делают силовики? Ну ведь в любом случае процессуально они должны предоставить защитников задержанным. Процессуально по административным делам присутствие адвоката не обязательно. Обязательно именно в уголовных делах. Конечно же,
сотрудники правоохранительных органов пытаются не допускать адвокатов, а если все-таки адвокат попал, то пытаются всяким образом препятствовать его профессиональной деятельности. Это делается для того, чтобы люди оставались без защитника, людьми можно было манипулировать, запугивать их, фотографировать, брать отпечатки пальцев, ДНК и все остальное. Когда появляется защитник, конечно же, он не дает этого делать и, проконсультировав людей, объясняет им их права. Поэтому сотрудники полиции очень злятся, когда приезжают адвокаты и когда помогают людям отстаивать свои права. Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Эдем Семедляев, крымский адвокат. Мы продолжаем говорить о приговоре, который был сегодня вынесен Южным военным, судом Ростова-на-Дону в отношении 4 крымчан. 56 лет они суммарно получили в рамках очередного так называемого дела Хизбут Тахрир. Я напомню, что мы ведем прямую трансляцию на канале Крым Реалии в YouTube и на Facebook странице Крым Реалии. Стараюсь читать я все комментарии, которые вы пишете под нашей трансляцией, наиболее конструктивные я процитирую, но есть реакция уже от наших зрителей. Михаил Олейник вот пишет, что террор и репрессии — это основные инструменты империи по порабощению народов. Согласны ли вы с такой точкой зрения нашего радиослушателя или радиозрителя или нет? Можете писать свои комментарии под нашей трансляцией, либо дозвониться к нам в студию. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. К нашему разговору подключается Сейтумер Сейтумеров, журналист агентства Крым Ньюс. Сейтумер, добрый вечер. Добрый вечер. Я в начале программы говорил, что вы также в рамках вот этого дела, по которому сегодня были вынесены приговоры, вы находитесь у российских силовиков в розыске. Да, именно так. К сожалению, получилось так, что я, оказывается, тоже фигурант этого дела, но фарс весь этого дела заключается в том, что по данным ОРМ, то есть разработки, так скажем, оказывается, то есть я был в разработке в мае 2017 года, еще когда был в Крыму, посещал мечети. То есть, напомню, всех этих 4 арестованных и приговоренных сегодня от 12 до 17 лет крымских татар, это все жители Бахчисарая, я тоже житель города Бахчисарай. С 5 класса я практикую свою религию, ходил в эту мечеть, в которой я, грубо говоря, всю жизнь свою проходил. Там мы, естественно, исправляли свои религиозные потребности, совершали намазы. То есть со школьных времен я на переменах помню, как бегал совершать намазы в эту мечеть. И то есть мы постоянно там были, да, то есть в жизни крымских татар, мечеть такое важное место. И с чего я разговор начал, то есть оказывается, якобы они производили записи еще с мая 2017 года. В частности, на записях фигурирую и я, так как, так случилось, что я, уже, можно сказать, давно изучаю религию нашу. Часто я после намаза что-то рассказывал людям, которые тоже приходили на намазы, коллективные молитвы. И темы, которые были записаны мной, обратите внимание все слушатели, это что такое душа с точки зрения ислама и что с точки зрения ислама будет происходить в судный день. То есть вот эти 2 темы были записаны, и на основании этих 2 тем скрытые эти свидетели и эксперты, так называемые в кавычках, вынесли решение, что вот эти люди, которые сидели и обсуждали эти темы, они террористы. Парадоксальность в чем? То есть, если это было все записано, и я был в разработках с мая 2017 года, я покинул Крым в конце декабря 2017 года. То есть, как так получилось, что я был в разработке, то есть за мной там следили, там велась какая-то работа, но меня беспрепятственно выпустили из Крыма. Так случилось. Вероятно, вам повезло.
Ну да, это, наверное, повезло, судьба такая, что я оказался здесь. Но я связываю то, что, скорее всего, этого не было еще, это все писалось задним числом. У меня, на самом деле, в ноябре 2017 года был обыск, тогда мне приклеили административное нарушение, там 2000 рублей штраф. После этого там периодически меня вызывали на допросы. То есть, тогда я сделал вывод, что, то есть, рано или поздно какую-то и уголовку, скорее всего, заведут. То есть, я через месяц-полтора я покинул Крым, выехал на материковую часть Украины, но они, скорее всего, то есть, когда я был и в здании МВД, то есть, мне открыто намекали, что если ты не перестанешь, то есть, я был гражданским журналистом в Крыму, освещал события, если ты, мол, не замолкнешь или не уедешь, будет такая же участь, как и твоих знакомых, и перечислили имена людей, которые уже сидели по так называемым террористическим статьям. Я принял решение уехать, и уехал, как говорится, я не замолчал, а наоборот, я устроился, стал уже, скажем, на тропу журналистской деятельности. Я сразу же устроился на телеканал АТР, крымско-татарский телеканал, и, грубо говоря, все, что я это делал на гражданских началах, я уже стал делать на телевидении. И я напрямую связываю, что то, что я не умолк и активно, наоборот, стал освещать события в Крыму, стало причиной, что через 2,5 года моего отсутствия в моем доме прошел второй обыск. Это было в марте прошлого года, когда были задержаны 4 наших соотечественника, которых сегодня осудили и приговорили к таким драконским срокам. И также был обыск у меня, и уже тогда появилось уголовное дело на меня. То есть связываю с тем, что я не замолк, и меня просто уже, в отместку тоже прикрепили к этим всем людям. Ситомир, я хотел еще спросить, означает ли вот то, что вы рассказали, что, я думаю, что для верующих это обычные разговоры, да, о душе, что сейчас все, кто посещает мечети в Крыму, они могут находиться под похожей угрозой, может быть установлена прослушка в мечети? Значит, смотрите, вы понимаете, в чем парадоксальность дела? Вот практически все последние дела по так называемым террористическим статьям, Хизбут Тахрир и подобное, это все люди, которые собирались в мечетях и обсуждали что-либо. То есть появляются доводами в этих всех делах так называемые секретные свидетели, которые откровенно лгут и говорят, что вот они там говорили нам, что вступаете там в Хизбут Тахрир, делаете то-то, то есть откровенная ложь. А вторая доказательная база – это эксперты, так называемые, функцию которых выполняют сами сотрудники ФСБ. То есть раньше они хоть как-то заморачивались, скажем так, давали запросы там на расшифровку этих записей, и то не религиоведам, а лингвистам обычным, которые там могут крымско-татарский язык не знать, в Татарстан отправляли. То есть сейчас даже на это не заморачиваются. Роль эксперта выполняют штатные сотрудники ФСБ. То есть то, что все эти дела шьются, как говорят, красными нитями, да, оно очевидно. И сейчас, по сути, любой человек, который находится в мечети, обсуждает, в мечети, естественно, что обсуждают религиозные темы. То есть мечеть на то она и строилась, да, то есть наши предки, то есть та мечеть, в которой я ходил, ей более 300 лет. То есть наши прапрапрадеды строили, чтобы мы ходили в эти мечети, изучали свою религию, исправляли свои религиозные обычаи там. Но теперь прекрасный инструмент, статья 2003 года о запрете там целого перечня организаций. Скрытые свидетели могут оговорить совершенно любого человека, а свои штатные эксперты из ФСБ могут любой твой разговор, где ты говоришь, там нужно усердствовать, условно, нужно усердствовать для достижения довольства Аллаха. Они могут интерпретировать, что там для каких-то там построения чего-то там, это вообще просто, когда читаешь расшифровки, там какие в доводах приводят на этих судилищах, это, просто как сразу вспоминаешь вот эту поговорку: умом Россию не понять, аршином не отмерить.
Спасибо за разговор. Я напомню, что с нами на связи был Сейтумер Сейтумеров, журналист агентства Крым Ньюс. Я напомню, да, я уже говорил о том, что изначально он тоже фигурирует в этом деле, по которому сегодня 4 крымчан получили большие сроки от 12 до 17 лет колонии, и обязательно 3,5 года из них должны провести в тюрьме. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что вы можете писать ваши комментарии под нашей трансляцией, которую мы ведем на страницах Крым Реалии в Facebook и YouTube. Делитесь этой трансляцией со своими друзьями и знакомыми, чтобы как можно больше людей могли ее увидеть и услышать, узнать о том, что на самом деле происходит в Крыму. Мы продолжим буквально через несколько секунд. Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ. Далее мы подробно поговорим о том, что происходило сегодня в Симферополе. Крымская солидарность вела прямую трансляцию из Симферополя. Сейчас мы увидим кадры прямой трансляции. Это улица Севастопольская. Непосредственно к зданию суда слушателей на этот раз не подпускали. Люди стояли порознь в защитных масках, но все равно были задержаны более 30 человек. 2 задержанных, Энвер Алимов и Сейран Максудов, при себе имели пресс-карты, были одеты в жилеты для более легкой идентификации как сотрудников СМИ и имели при себе распечатанные редакционные задания. Но силовиков на месте это впечатление не произвело, и журналисты были задержаны тоже. Давайте посмотрим фрагменты трансляции Сейрана Максудова, как это было. Открытое судебное заседание. Их не впускают в здание КГВС. Люди вынуждены были стать напротив и вот одели накидки. Видите, надписи. Те репрессии, которые происходят на протяжении последних годов, это очередной акт давления на наш народ. То есть мы не согласны с тем, какие решения сегодня выносятся в отношении наших ребят. И эта акция посвящена им в знак солидарности, да, что мы с ними поддерживаем их и террористами их не считаем. Как мы видим, сотрудники полиции начали подходить уже и снимают в упор тех. Уважаемые граждане, согласно о ведении режима повышенной готовности. Это что за сотрудник был? Лапин Николай Николаевич, майор полиции. Майор полиции, да? Угу. Сотрудник полиции требует удостоверения личности. Я ему дал паспорт, он посмотрел прописку. И все, больше ничего. Ну, как бы сказал, что есть какое-то правонарушение. Запрещено. Требую разойтись. Повторяю. Согласно статье 2.2 нарушение установленного порядка. Как вы видите, приехал автобус. Скажите, пожалуйста, вас задерживают? Я не знаю, что зайдите в автобус. А на каком основании вы его задерживаете? Вот видите, да, как действуют сотрудники? Лицо зачем мне тыкать? Я не тыкаю в лицо. Что вы делаете? Как вы видите, да, всех пикетчиков, всех людей, которые одели накидки, их всех до единого заводят в автобус. Всех задержали, не объясняя причину задержания. Для чего? Автобус пройдите. Я СМИ. Мы не мешаем. Проходите. Мы сотрудники СМИ. Проходите. Тоже? Вот, как вы видите, сотрудников СМИ также туда заводят. А не толкаемся. Yaxşı niyetlerimize erişmeye sen nasip eyle, yardımcı ol ya Rabbim. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Задержанных, по сообщению правозащитников, доставили в центральные киевские райотделы российской полиции. 2 журналистов после изучения документов отпустили. И в статусе задержанных таким образом остались 30 человек. Такими были сообщения правозащитников. Сейчас, возможно, мы эти данные уточним. С нами на связи Лутфие Зудиева, крымская правозащитница. Лутфие, добрый вечер.
Добрый вечер. Да, сколько в итоге сегодня было задержано в Симферополе человек? В итоге при точных подсчетах мы обозначили цифру 31 человек в 2 отделах. А вот сейчас поступила информация, что из Киевского отдела полиции всех отпустили. На 11 человек составили протокол по статье 20.2 КоАП, часть 5. Она формулируется следующим образом. Якобы люди проводили публичное мероприятие с нарушением установленного порядка. То есть полиция квалифицировала сегодняшние события как митинг, демонстрацию с нарушением установленного порядка. 4 отпустили без составления протокола. Среди них был несовершеннолетний ребенок, который просто подошел поздороваться, и его вот полиция погрузила в автобус вместе со всеми остальными крымскими татарами. Но это ведь не было похоже... полиции тоже, Извините, что начали отпускать. Извините, что я перебил, но ведь это не было похоже на митинг. Это стояли люди, причем на довольно большой дистанции друг от друга. Да, они были в накидках с информацией о тех людях, которые они вышли поддержать, но это ведь не было каким-то митингом. Да, здесь совершенно верно вы говорите. Здесь неправильная правовая квалификация действий идет. Во-первых, люди пришли в качестве слушателей на открытое судебное заседание, и когда полиция на расстоянии 100 метров от здания суда установила какой-то виртуальный пункт пропуска и перестала пропускать людей просто к зданию, в ответ на это люди выстроились вот в такую живую цепь, одели накидки и стали протестовать против такого отношения к слушателям в принципе. Потому что они пришли выразить свою гражданскую позицию и свое отношение к этому приговору. Поэтому, естественно, эти протоколы будут обжаловаться юристами в суде. Сегодня также прошла, я не знаю, акция, люди пришли поддержать обвиняемых к зданию Южного военного суда в Ростове-на-Дону, и, насколько я понимаю, там никто не был задержан сегодня. Там тоже участвовали около 100 человек, тоже развернули плакаты, они приехали, у них на медицинских масках были надписи, то есть люди тоже пытались выразить свое отношение, но сотрудники полиции там ограничились устным предупреждением через мегафоны. Они несколько раз подошли к людям. Сначала просили их занять достаточную социальную дистанцию. Люди встали на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Затем стали говорить, чтобы люди разошлись. И когда люди дождались оглашения приговора и адвокаты вышли на улицу, через 15 минут все граждане благополучно покинули территорию, прилегающую к зданию суда. То есть это 2 примера, где полиция сработала совершенно по-разному. И крымская полиция в данном случае пошла по наихудшему пути, на мой взгляд. А с чем связана такая разница? Почему в Крыму полиция намного агрессивнее настроена к протестующим, да, если можно так сказать, жестче настроена? Я думаю, что это связано, во-первых, с многолетней усталостью сотрудников полиции от вот этой активности крымских татар, которая даже через призму этих 7 лет, она не уменьшается, она наоборот растет, чему является доказательство количества людей. Сегодня около 100 человек было и в Крыму возле суда, около 100 человек в Ростове-на-Дону. Это первая причина. Вторая причина, я думаю, что у крымских властей есть общее требование к силовикам для того, чтобы они не позволяли создаваться вот таким массовым картинам собраний крымских татар у зданий судов, потому что такие массовые собрания, они демонстрируют поддержку политзаключенных, они демонстрируют определенную гражданскую позицию этих людей. И, конечно же, это не нравится властям, и они в ручном режиме пытаются разогнать этих людей. Давайте еще поговорим о том, что происходило в Симферополе 25 октября. Происходило практически то же самое. Люди пришли поддержать фигурантов красногвардейского отдела Хизбут-Тахрир и точно так же задержали более 20 человек. Какими последствия были для них? Да, действительно, такие задержания уже происходили не только сегодня. Такое задержание было неделю назад, было в начале октября, было в сентябре, когда задерживали Наримана Джиляла. То есть
Только за сентябрь и октябрь месяц на крымских татар составили уже больше 100 административных протоколов. Сегодняшние протоколы – это новая цифра, то есть плюс к тем 100 составленным, еще плюс около 30 административных протоколов. Это практика, которая вызывает у нас серьезную тревогу. По этому поводу мы уже общаемся с московскими правозащитными организациями и с украинскими правозащитными организациями. На наш взгляд, она не имеет ничего общего с законом, потому что в данном случае людям просто запрещают выражать свое мнение публично. Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Лутфия Зудиева, крымская правозащитница. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что к нашему разговору может присоединиться каждый наш радиослушатель удобным способом, да, тем способом, который наиболее удобен для вас. Вы можете писать комментарии под нашей трансляцией, которую мы ведем, кроме средних волн 648 АМ, мы также ведем прямую трансляцию на странице Крым Реалии в Facebook и на канале Крым Реалии в YouTube. Заходите к нам на эти площадки, участвуйте в обсуждении, которое разворачивается в комментариях под этой трансляцией. Делитесь этой трансляцией со своими знакомыми, родственниками и друзьями для того, чтобы больше людей имели возможность знать о том, что на самом деле происходит в Крыму. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд. Крымский вечер. Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру. Крымский вечер продолжается в эфире радио Крым Реалии. Обсуждаем мы новый приговор по делу Хизбут Тахрир. Это третья бахчисарайская группа Хизбут Тахрир. И я сегодня говорю о том, что эти люди признаны политзаключенными. Да, должен быть целый ряд признаков у дела, да, уголовного для того, чтобы его признали все-таки политическим преследованием. Политзаключенными 4 фигурантов этого дела признала правозащитная организация «Мемориал». И об этом мы сейчас поговорим с Виталием Пономаревым, директором Центральноазиатской программы Российского правозащитного центра «Мемориал». Виталий, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, давайте поговорим о тех признаках этого уголовного процесса, которые позволяют говорить о том, что 4 осужденных по 3-му бахчисарайскому делу Хизбут Тахрир являются политическими заключенными. Признаки такие же, как и в других аналогичных делах, то есть определенный мотив, заинтересованность со стороны государства, есть нарушение их фундаментальных прав, и они не подпадают под принцип исключения, то есть они не связаны с реальными какими-то насильственными действиями, с призывами к насильственным действиям, то, что дает основание, исключить их из понятия политзаключенных. Сегодня мы говорим не только об этом приговоре, который был вынесен Южным военным судом, мы говорим еще и о массовых задержаниях тех людей, которые пришли поддержать политзаключенных. Они пришли вообще как слушатели на заседание суда, но их не допустили ни к, собственно, самому заседанию, а те, кто пришли в Симферополе к гарнизонному военному суду Симферополя, их задержали. Более 30 человек сегодня задержаны. Как можно охарактеризовать эти действия силовиков? К сожалению, сейчас мы сталкиваемся постоянно с ситуациями, когда любые коллективные действия, они, ощущают противодействие со стороны государственных структур под разными надуманными предлогами. Это касается и митингов, и одиночных пикетов, и таких собраний в связи с судами, о которых вы упомянули. Конечно, это неприемлемо с точки зрения стандартов демократического общества. Говоря о политическом преследовании, я думаю, что есть смысл поговорить и о том, насколько реально обжаловать тот приговор, который сегодня получили фигуранты 3-го бахчисарайского дела Хизбут Тахрир. Да, насколько быстро это дело может оказаться в ЕСПЧ, и насколько велики шансы того, что Европейский суд по правам человека в итоге вынесет решение в пользу тех, кого преследовали по политическим мотивам.
Но, прежде всего, конечно, хочу сказать, что на уровне, так сказать, российских структур обжаловать эффективно такие приговоры невозможно до тех пор, пока не будут внесены изменения в законодательство. В частности, сейчас вина подсудимых по таким делам фактически предопределена решением Верховного суда 2003 года, где присутствуют декларативные формулировки, на основе которых была запрещена организация Хизбут Тахрир, некоторые другие. И не существует никакой эффективной процедуры, как можно решение 2003 года при его явной необоснованности, отсутствии доказательной базы и так далее, как можно его обжаловать, потому что фактически оно коренным образом влияет на решение судов. Плюс есть разные другие аспекты, связанные с российским законодательством. Сейчас, к сожалению, вот такая ситуация сложилась, когда уголовная ответственность за участие в реальном террористическом сообществе, она мягче, ниже, чем за участие в сообществе, которое запрещено в силу тех или иных причин, и на которое наклеен ярлык терроризма, но при этом не доказано, что конкретные люди участвовали в каких-то насильственных действиях. Что касается ЕСПЧ, то здесь есть свои сложности, то есть пока были решения по ЕСПЧ, касающиеся нарушения прав так сказать, осужденных по таким делам касательно условий содержания, некоторых процессуальных нарушений, касательно угрозы выдачи, если речь идет об экстрадиционных делах, связанных с такой тематикой. Но в целом есть трудно рассчитывать, что ЕСПЧ примет, так сказать, те решения, которые бы следовало принять. Здесь во многом это, я выскажу такую свою частную точку зрения, что здесь во многом это предопределено теми решениями, которые выносились в связи с запретом Хизбут Тахрир в Германии, в связи с делом Касимахунова и Сайбатаова, которые не имели эффективной защиты, когда их дела рассматривались на национальном уровне. И в результате, например, в решении по делу Касимахунова и Сайбатаова в отношении Хизбут Тахрир есть явно неадекватные формулировки, но при этом суд тогда делал оговорку, что он выносит решение, но при этом признает, что информация о деятельности Хизбут Тахрир, которая имеется в распоряжении суда на тот момент, она является недостаточной и противоречивой. Но сейчас уже те формулировки из старого решения часто воспроизводятся без этой важной оговорки, в том числе мы видим и это в некоторых судебных решениях по делам беженцев в Европе. Поэтому я бы сказал, что здесь больше шансов при подаче жалобы в Комитет ООН по правам человека. Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был Виталий Пономарев, директор Центральноазиатской программы Российского правозащитного центра «Мемориал». Сегодня в эфире мы говорили о новом приговоре в очередном деле Хизбут Тахрир. Это третья бахчисарайская группа, которая осуждена российским судом по обвинениям в причастности к исламской партии Хизбут Тахрир. Напомню, что она запрещена в России, но в большинстве стран мира она не находится под запретом. В частности, она не находится под запретом в Украине. Да, и до 2014 года в Крыму не существовало такого состава преступления. Ну что же, мы продолжаем следить за этой темой, следите вместе с нами. Все новости об этом, да, и вообще обо всем, что происходит в Крыму, вы можете читать на сайте Крым Реалии. Я хочу еще такое объявление сделать. С понедельника изменится время наших эфиров. С 1 ноября слушайте нас по такому графику. В 17:00 по крымскому времени слушайте программу «Крым. Важное» с Сергеем Макрушиным. В 19:15 будет начинаться «Крымский вечер» с Александром Янковским. Оставайтесь вместе с нами. Предлагайте ваши темы для программ, делайте нам замечания. Да,
пожалуйста, дополняйте ту информацию, которая звучит в нашем эфире. Для этого есть редакционная электронная почта, ее адрес вы найдете на сайте Крым Реалии. Для этого на сайте же Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую еще проще нам написать. Пишите нам в социальных сетях и звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Если в этот момент не идет прямой эфир и вы не можете напрямую принять участие в наших программах, ваше сообщение останется на автоответчике. Мы его внимательно выслушаем и постараемся с вами связаться, если вам это необходимо. И вот если вам это необходимо, не забудьте, пожалуйста, оставить ваши контактные данные, чтобы нам связаться с вами было проще и помочь вам либо в освещении какой-то проблемы, да, либо в поиске информации, которую вы не можете найти самостоятельно. Оставайтесь вместе с радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Всего доброго, будьте здоровы.